На стальном канате над рекой Хуанхэ, длиной почти 2000 метров, два уйгурских даваши начинают движение навстречу, а под ногами сотни метров. На канате толщиной в 2 пальца. Как же они разойдутся? Адол хашу, уйгурский, даваши. Этому уйгурскому искусству уже более 2000 лет. В 1997 году Адол впервые успешно пересек каньон реки Янцзы. За 20 лет он установил 5 мировых рекордов. Хождение по канату на большой высоте, где сносят сильные воздушные течения, это искусство. Канат под ногами всегда готов нанести смертельный удар, а у смельчака есть только шест в руках. Сам Адол спокоен, а его ученик волнуется, но под чутким руководством пойдет навстречу. Сегодня они бросят вызов, не имеющий аналогов в истории. Они пойдут по одному канату. Это означает, что им придется преодолевать дополнительные колебания от движения друг друга. Сложность возрастает в геометрической прогрессии. Стальной канат длиной 2000 метров протянут между берегами и через каждые 10 метров подвешен груз от раскачивания ветром. Адол спокойно начинает движение, поднимая большой палец в знак бесстрашия. Его ученик начинает идти с другой стороны. Им необходима полная согласованность, одинаковая скорость и не раскачивать канат. Через 900 метров они встречаются, и тут наступает самое сложное испытание. Ученик ложится на канат, а Адол пройдет через него, не теряя контроля равновесия, иначе оба рухнут с высоты в сотни метров. Это вершина мастерства древнего уйгурского искусства. Адол и его ученик – герои уйгурского народа. Меня зовут Адиба, мне 20 лет. Я уйгурка, и я с 11 лет занимаюсь на канате. Когда я пришла сюда, я ничего не могла. Сначала изучала базовую подготовку, гибкость, акробатику. После 4 лет тренировок я научилась хождению по канату. Когда я решила заниматься на канатах, мама была против, потому что канатоходство очень опасно. Слишком сложно, поэтому она была против, но я упорно училась. Это моя мечта – быть такой, как папа Адолдада. Адолдада – мой учитель. В 13 лет я хотела бросить учебу, хотела уехать домой. Было слишком тяжело, очень трудно, слишком сложно. В то время я каждый день мучилась, но потом мама сказала, раз уж начала заниматься, нужно продолжать. Учитель тоже считал, что у меня хорошо получается, все меня поддерживали, и я продолжила. В 13 лет тот задний двор уже 21 год. Папа Адол подбадривал меня. Ты самая лучшая, давай, не сдавайся. Тогда я стала счастливой. Раньше было страшно, а сейчас привыкла и чувствую себя уверенно. Мастерство становится все лучше. Теперь я могу проявлять характер на канате. Могу даже танцевать балет. Могу ходить по канату на высоких каблуках. Позже я еще участвовала в отборе, и учитель начал брать меня на различные соревнования. Участвовала в Синьцзян уйгурских национальных играх, получила первую премию.
Позже участвовала во всекитайском соревновании талантов и также получила первую премию. Еще участвовала в шоу «Чудеса Поднебесной», получила специальный приз. Видя успех команды, я очень рада. В выходные можно играть в игры, ходить на базар, танцевать, смотреть фильмы. По мере роста нашего мастерства, выступлений становится все больше, и доход тоже растет. В хорошие месяцы можно получать больше 10 тысяч юаней. Даже если нет выступлений, школа выплачивает нам базовую ставку. Сейчас моим доходом я довольна. В будущем я надеюсь остаться в школе и стать учителем, чтобы научить уйгурских детей всему, что умею сама. Надеюсь, это древнее уйгурское искусство будет передаваться дальше из поколения в поколение. Адол Хашур многократно бил мировые рекорды по хождению на канате. Его называют королем высоты Китая. Адол Хашур основал школу в уезде Янгизар, где учат детей древнему уйгурскому искусству «Диваз». В 2006 году «Диваз» был включен в национальный список нематериального культурного наследия человечества. «Диваз» означает хождение по канату на большой высоте. Это искусство, это мастерство, которое нужно упорно тренировать. Когда думаешь о таком высотном деле, понимаешь, один неверный шаг, и можешь попрощаться с жизнью. Мы играем с жизнью, чтобы заниматься этим древним искусством. Адол Хашур, наследник искусства уйгурского диваза в 6-м поколении, побил 7 мировых рекордов хождения по канату. Эта школа названа в его честь. Я прошел на высоте более 600 метров, только канат и облако, идешь медленно-медленно. На высоте жизнь не похожа на обычную. Там можно только победить, нельзя проиграть. Годы тяжелого труда, чтобы хорошо ходить по этому тонкому канату. Отступления нет. Потому что если не говорить о страхе, то сам не будешь тренироваться. Говорят, из 1000 желающих обучиться дивазу лишь 10 обладают талантом, и в итоге, возможно, лишь 1 добивается успеха. Сейчас дети терпят изнурительные тренировки ради отборочных соревнований и победы. Победитель будет представлять уйгурский диваз на международных соревнованиях и фестивалях цирка, чтобы обрести свой звездный час. Я повезу их на соревнования, выведу на сцену, на лучшую международную арену. Развивать это древнее уйгурское искусство диваз и показать по всей стране и миру – это моя ответственность. В школе диваз 22 ребенка проходят, возможно, самую опасную профессиональную тренировку в мире. Самому младшему из них всего 10 лет, и он тренируется здесь уже 3 года. Айби Бигула, когда ей было всего 13, она уже была топовой спортсменкой в дивазе. В 7 лет ее отобрали и начали тренировать. Ей предназначено пройти по иному жизненному пути. Адиба хочет научить этих детей не только искусству баланса, но и необыкновенной смелости и мудрости. Придя в этот конкурентный мир, они должны освоить уникальное мастерство, которое позволит им оставаться непобедимыми. Я тоже хочу быть как папа Адолдада. Я тоже хочу учиться дивазу.
Я сказала маме, я хочу учиться давазу. Она плачет. Не учись, это слишком трудно и опасно. Возвышающееся искусство уйгурского даваза – это вся жизнь, на которую может смотреть маленькая гуля. Это мастерство, где на кону жизнь. Первый урок, который она усвоила – никогда не смотри вниз, смотри только вперед и вверх. Когда я впервые поднялась на канат, боялась, что не устаю. А что, если упаду? Я иду на тренировку, а не в школу. Мне жаль расставаться с давазом. Возвращаюсь домой и снова хочу на канат. Но моя мама говорит, раз решила заниматься давазом, ты должна быть упорной. Даже после 6 лет тренировок полуторачасовая утренняя отработка основ часто дается гуле с трудом. Даваз – это славный, но тернистый путь, требующий суровой подготовки, больше похожий на испытания, чем на обычные тренировки. И это врожденное чувство чести является двойной движущей силой, заставляющей детей стискивать зубы и стойко продолжать. Их мечта – ходить в небесах, чтобы ими восхищались. В давазе много очень сложных моментов, движение тоже труднее. Если у нас не получается какое-то движение, говорят, не можешь. А мы можем и будем тренироваться, чтобы продолжать традицию древнего уйгурского искусства даваз.